обратно сели. Вон еще одна. Сейчас уже улетят. Что-то волны увидела, не ожидал как-то их. Два там сидят. Ну все, будем рыбачить. Посмотрим. Гальян, наверное, или как их называют. Клюет, но не глотает. Мелкая рыба, наверное. Ну вот, точно. Все, надо сматывать удочки. Гальян. Так, ребят, тут один хариус есть. На блесну подходил. 2 раза. Поплавок придется. Опа, вон он. Еле. Хороший. Не из мелких. Но блесну не хочет. Прям до берега подплыл. О, опять. Оп, оп, оп. Видели? Тут пару штук их. Так, ладно, не буду пугать. Буду менять блесну. Ну, подход. Есть контакт. Вот он. Вот он, видишь? Хороший, здоровый такой, смотрите. Вообще великолепный. Хороший хариус. Ребят. И, ребят, вообще нежданчик. Интересно, как-то клевала она. Ничего себе. Нормальный ход, ребят. Отлично. Опять клюет кто-то. Теперь думаю, это хариус или гальян. Да нет, хариус. Еще крупнее. Еще крупнее, ребят. Еле успел поднять. Сорвался. Вообще красавец такой, ребят. Вот он. О! Все, 3 штуки тут хариуса было. Первый омут проверил, где кряквы были. Там ставку ставил на ту яму. Думал, там будет поклевка. Да нифига, ребят. В прошлом году здесь не клевало, а в этом году здесь 3 штуки удалось поймать. Сейчас пойду дальше. Также будет следующий омут. Ну, все омуты как бы мне знакомы. Я уже из одного на другой омут сразу прямо хожу. Вот. Уже много лет здесь рыбачу. Как бы эту речку я прекрасно знаю. Ну, начало есть. Надеюсь, еще наловим. Да, ребят, листва падает. Листва падает. Весь омут. Получается такая вот пленка из листвы. Один раз зимой тут видеокамерой, подводной камерой проверял. Хариуса смотрел. Там какой-то всплеск. И
Какой-то типа змея какой-то прошел здесь. Но на угре какой-то или я не знаю. Не очень большой. Но странно, конечно, видеть такие. Ух ты. Ага, есть. Есть. Не крупный. Так и думал, что там хариус сидит. Потому что увидел волны мелкие. Крупного уже все, но здесь дернули на. Вот. Хреново, блин. Закинуть невозможно там. Получается, листва мешает. Тут, ребят, следы. Не то Лёшка, не то человек ходил. Пока не могу понять. Или медведь, или человек. Вон, рыба. Этот-то возьмет сразу. Моментально. Вот сейчас один заброс и сразу поклевка будет. Выдал себе. Ух ты. Крупняк, ребят. Крупняк. Ух ты. Ух ты, крупняк, ребят. Я же говорил, крупняк. Хороший хариус. Здоровый. Цепилась, блин. Оторвался уже. Сорвался, сорванец. Ух ты. Бойкий такой. Все здоровый. Вот он, ребят. Экземплярчик. Цепилась. Так, значит, если рыба тут оказалась, значит, это не человек здесь ходил. Блядь, медведь ходит. Хреново дело. Его себе удочку вытащил, а там всплеск. Есть она, но не хочет брать. Интересно. О, есть. Тоже хороший, ребят. Здоровый. Да. Да. Опачки. Вот это уже батя, ребят. Это уже хариус настоящий. Добротный такой. Вот он. Фух. Нагадил. Отличный. Вон он какой. Красавец. Еще поклевка. Есть. Опа. Не такой крупный был, но сами видели. Ушел. Ну еще. Че, не поранился, что ли, парень? Видел рыбу даже. Опа. В одном и том же месте так и берет. О. Тут еще. Не хочет брать. Не заставишь. Вон он. Может, на блесну возьмет. Не хочет. Ну, этот омут мне дал 2 рыбы.
здесь чуть-чуть метров 70, наверное, ниже, если спуститься. Ну вот я оттуда шел. Короче, волну увидел, думал, там течение. О, бля, вон. Видите? Сейчас блесну еще проверю. В общем, волну увидел, думал, это течение, от течения такие волны. А там, оказывается, штук 5 кряквы тоже. Увидел, но уже все, они уже, ну, меня тоже заметили. Как бы я иду так. Стараюсь, как бы, не громко ходить. Но в то же время я и все равно, они слышат меня. Вот. Ну, примерно так. Сейчас блесну еще покидаю. Может, на блесну попадет. Попробую на черную блесну. Интерес ради. Вон там уже. Фига. Опа, подхода. Видишь, не хочет. Бесполезно. Подошел, но выплюнул. Опа. В одном и том же месте. Ну, скажу вам, не мелкий. Может, белую блесну поставить. Раза попробовал и все. Опа, есть. Опачки. Хороший. Хорошечный. Здоровый тоже кабан, блин. Отлично. Мелкий. Ой, бля, и катушка, все капец нахуй. Все, зацепился. Катушка, короче, сейчас, наверное, откажет у меня. Запасной дурак не взял. Так, не крупный тут. Один увидел одного. Тут хороший омут был. Прям идеальный. Вон тут, смотрите. Рыба или кто тут? Взлетит кто-то или... Потом повалило здесь капитально. Смотрите, елка упала. И вот этот омут, ну, он вот превратился хрен пойми что. Очень много ельцов, но они скатываются. О, бля, хамух, все. Что-то перебор я кинул. Чтоб понимали, как дается хариус в таежных речках. Вот я покидал там, небольшой омут там попадалось. И до следующего омута, вот, смотрите, какая река вообще. Хлам она мелкая, высохшая. Там перекат небольшой. И до следующего омута так идти метров 400. Бывает и полкилометра. Идешь так по буреломам. Хорошо, что в этом году все сухо. Одно радует, что погода хорошая. Дождя нету. Очень много, конечно, тут деревьев. Прям вековые. Валежники каждый год. По десятки штук.
сваливаются. Так превращается вот речка. И, скажем, если не знаешь, где вот омут находится, каждый поворот так будешь ходить, вы просто потеряете полдня на поиски. Только на поиски. Очень много отнимает сил. Устаешь капитально. Но зато, когда домой приходишь, усталый, отужинаешь и будешь вспоминать, как провел день. Видите, листва выпала, черемка. Не хочу пробовать, соблазн очень хороший, как бы хочется, но лучше перетерпеть, потому что после черемки захочется вам пить. Вот. Ладно, иду до следующего омута, так буду идти. 2-метровая удочка вполне достаточно для этой реки. Тут небольшой перекат, но сейчас уже рыба как бы находится в этом, в ямах. Но все равно закину, попробую. Опять пропустил кряквы, бля, сидели тут. Увидел волны. Начал присматриваться и увидел одного. Так за траву спрятался. Вот волны идут. 4 штуки их было. Это получается 3-й раз уж его не вижу. О, рыба. Вот это я запарился, ребят, тащиться сюда. Честное слово. Надо отдохнуть. Небольшой омут. Фух, вспотел, бля. Это да. Вот тут сразу, бля, издалека не увидишь. Пропускаешь потом. Ну, под выстрел даже, в принципе, был. Все высохло. Капец. Здесь хороший омут тоже. О, козушка капец тоже. Ай-яй-яй. Что-то у меня сегодня дела вообще хреновые. Катушка ломается. О, есть. Есть рыба, ребят. Вот она. Вот она. Хороший хорез. Видите, волны. Думал, там утка. Нет, ребят. Походу рыба. Возле берега. Не понимаю. У самого берега. До основного омута дошел, который мне постоянно рыбу дает. Самое главное, тут еще проверю, а остальное фигня. Посижу немножко, надо подостыть. Что сказать? Самое главное, я здесь уже, на этом омуте. Дальше можно сходить, но там уже, знаете, речка начинает сужаться, и омута все меньше и меньше. Если не передумаю, до Бобриной плотины схожу. И все. Тут явно 2 хариуса есть возле берега, прям здесь.
Он еще третий увидел, вон, видите, всплески. Вот 3 и 4 там еще выше. Рыб 4 тут точно есть. Вот. Но попадет или нет, это под вопросом все еще, конечно. А здесь я смотрю, пока не наблюдаю, чтобы кто-то рыбачил. Сейчас все дальше и дальше я отхожу. Сюда реже люди приходят. Буреломы капитально, ходить тяжело. И омутов мало. Рябчика вообще нету. Зверей тоже пока никого не видел. Чтоб где-то лось дернулся или кто-то кричал, пугал меня. Но все равно как бы опасность. Лес, тайга, она такая. Как бы не надо бдительность терять. Надо слушать природу, тайгу. Вот. Если не будет клевать, вот это сейчас этот омут еще проверю и уже буду чистить рыбу, чай попьем. Потом уже буду думать, дальше рыбачить или же просто бродить по тайге, посвистеть. Может где-то и рябчик еще будет. Вот опять здесь, ладно, прям просится. Ладно, сперва блесной попробую, потом, если не будет брать, то уже поплавком. Ну, не спеша буду рыбачить. Вот.